Челнах отметили Международный день языка. Сегодня в молодежном центре НУР состоялся фестиваль «Челны-татар». В нем приняли участие студенты, представители СМИ и неравнодушные к родному языку. Мероприятие организовано при поддержке исполнительного комитета города. Подробности в следующем сюжете. Как говорится, первый блин комом, но эта поговорка здесь неуместна. Фестиваль «Челны-татар» проходит впервые, и все организовано на высоком уровне. Активное участие приняли студенты челнинских вузов и учащиеся 52-й школы. Гостями праздника стали артисты театра и представители СМИ. Чтобы привлечь их внимание к родной культуре, надо их воспитывать любовь к родному языку через средства массовой информации, через газеты, журналы, через театр, песни и танцы. Это самый доступный метод, мы считаем. Каждая организация создала свою площадку, рассказывала о себе молодежи. После ребята должны были ответить на ряд вопросов от представителей СМИ. Организаторы пришли к мнению, что такие встречи просто необходимы. По данным ЮНЕСКО, 3000 языкам из 6 грозит вымирание. В России таких языков около 150. Татарский не входит в их число, но расслабляться не стоит. Если молодежь не будет носителем языка, у нас будущего не будет. Когда сегодня более 100 студентов приходят и показывают свои знания. Это уже показывает, что они готовились, что у них в душе что-то есть. Молодое поколение доказало, что хорошо знает традиции татарского народа. Усвоить язык несложно, нужно лишь желание. Очень мало людей разговаривают по-татарски, тем более молодые. Вот правильно сказали, что татарский язык начал пропадать. Чтобы не пропадал язык, нужно стараться, учить язык. Татарский язык сам по себе учить нетрудно. Есть такие люди, которые разговаривают, если даже они татары, по национальности разговаривают на русском, но вот мы, например, студенты педагогического института, стараемся разговаривать на татарском. Я не знаю татарского языка, и это, конечно, большой минус. Я хочу его изучить, потому что это мой родной язык, и он мне пригодится в будущем. Фестиваль «Челны-татар» прошел впервые и планируется, что станет традиционным. Ксения Антонова, Лисан Ханова для программы «Новости».